И мы видим здесь, опять же, изображение стяга, пистолетов, ножей. Здесь же указано непосредственно лошадь. Вот пистолеты, нож, стяг. Снизу, чтобы было видно, обувь, религиозные принадлежности, вот орнамент и арабская вязь. Вот такой вот. Уже третье захоронение с абсолютно разными петроглифами. Вот. Но это является одним из самых больших из них. Есть еще один. Нет, здесь еще даже два непосредственно. То есть 5 склепов. Здесь мы на этих кладбищах, на этом кладбище находим. Вот еще один. Вот. Это захоронение, чтобы было видно. Вот так вот. Посмотрите. И здесь изображен другой орнамент. Как видно. Внутри арабская вязь. Вот. Здесь по всей, на всем могильном, вот видите, отмечены вот такие вот то ли иероглифы, то ли петроглифы. Высота приблизительно метр, может 2 метра. Вот. Это все в селении Хуай. И последний. Хочу заметить еще одну деталь, что почти у каждого из этих захоронений сверху, как на башенных комплексах, лежит такой камень. И на тех тоже, видите? Там тоже. И вот последний из них, это могильная плита. Здесь камень самый большой сверху. И смотрим сюда. Абсолютно другой петроглиф, арабская вязь, орнамент национальной ногчи. Здесь газыри. Вот газыри. Здесь, я так понимаю, очень похожи эти символы, которые выдавались при имаме Шамиле. То есть нагрудной орден или символ. По крайней мере, орнамент похож. На одном из нарисована сабля. Вот видите снизу и сверху некий полумесяц. Здесь же изображен, больше похож на Тевтонский орден, но по крайней мере выглядит так. Сам петроглиф, как вы видите, огромный и абсолютно не похож на остальное. Снизу вязь. Вот такие древние захоронения находятся на территории отселения Хуай. И мы все... Нет никакого сомнения, что это очень древние, старые кладбища и захоронения. 2000 лет или 1000 лет. Аллаху алим. Как говорят ученые, до 2000 лет. Но знаю одно. Однозначно могильные склепы, которые я вам показал, все 5. И везде разные петроглифы, разные орнаменты, разные нарисованы на тот период. Вот вязь. Вот культурное наследие. Посмотрите на эти надгробные построения. Вот. Что очень важно. Здесь сочетается и ислам, и, насколько я понимаю, древние захоронения, которые у нас есть по всей территории Нохчичуя, начиная от Галанчожа и заканчивая непосредственно селением Хуай. Камни, склепы, которые есть, огромное количество. Сразу видно, насколько большим когда-то было это селение. Вот.
Дальше последние уже сразу видно, что более последние захоронения, они уже современные. Посмотрите вот на этот орнамент. Очень похож, высеченный на камне, на Пегас. То есть или шумерского полуконя, полульва. Вот такой вот орнамент. Посмотрите. Само собой с исламским символом. Вот такие великолепные древние захоронения на территории Нохчичу. На самом деле, может, и не видно, они 2,5 метра высотой. Так что, уважаемые мои братья и сестры, нам нашу историю еще долго изучать, работать над символами, петроглифами и показывать всем, какой природной красотой обладает наша Родина, какие прекрасные архитектурные, культурное наследие у нас есть. То, что там говорят какие-то норнийцы или выродки, это абсолютно неинтересно. Вот она, наша история, наша Родина. Тысячелетиями на этих землях проживали нохчи. Иншаллах и будут. Диба даха санхоми нохчикам.